Спорт – это зеркальное отражение жизни, как в борьбе, так и в жизни. Важна не победа, а путь к ней. Вольная борьба – это искусство, которое требует не только физической силы, но и интеллекта. Всем ассаламу алейкум, с вами Сульман Кадиев. Спортивная Ингушетия вновь на канале Магаз. Сегодня мы вам немного расскажем про вольную борьбу. Погнали! Вольная борьба – это один из лучших видов спорта, воспитавший огромное количество чемпионов, прославивших всю страну на мировой арене. Это динамичный и зрелищный вид единоборств сочетает в себе силу, ловкость, стратегическое мышление и железную волю к победе. Одной из главных особенностей вольной борьбы является ее универсальность. Борцы должны обладать не только физической силой, но и отличной координацией, гибкостью и выносливостью. Они должны уметь быстро адаптироваться к меняющимся условиям поединка, принимать решения в доли секунды и использовать различные тактические приемы для достижения победы. Али, со скольки лет ты берешь детей к себе в группу? С 8-9 лет. Это самый хороший возраст, когда они начинают развиваться, и они обучаются гимнастике. Гимнастика у них очень 2 года, 3 года, вот как они занимаются гимнастикой, после этого на борьбу. У них все мышцы, все это развиты, продвигаются они хорошо. И нам не тяжело с ними работать, потому что они занимались гимнастикой. Гимнастика очень помогает, развивает детей. А вольная борьба, их учат приемы, мы выезжаем на соревнования, смотрим, как они борются. Ну, одним словом, первый год обучения мы потихоньку начинаем. А так у меня основная возрастная группа, старшая группа. Старшая группа, у меня старшая группа, вот недавно были на соревнования черкесские, и там всероссийский турнир был. На этом турнире отбор на Россию. Кто первое место занят, у него путевка была на Россию. И там наш спортсмен Алмазов Ахмед занял первое место. И 1 числа, 1 мая, он едет на Россию, на первенство России, в Красноярском крае. Как ты оцениваешь прогресс своих спортсменов, своих учеников? Ну, как я сказал, ученики у меня есть перспективные, очень хорошие ребята. Мы вот недавно выезжали еще в Грозном, были вот турниры, обычные турниры. Вот на турнирах они очень хорошо показывают себя, и мы там смотрим, исправляем их ошибки. И в дальнейшем на Россию, на СКФО они уже более уверенно бывают, когда они вот борются на эти турниры. Как сказать, обкат. А так спортсмены очень хорошие, перспективные. И на Россию один попал младший юноши. Какие ошибки чаще всего допускают новички? Если он пришел заниматься, он не должен пропускать. Первая ошибка – это дисциплина. Он должен приходить в 16:00, если начинается тренировка, 5 минут раньше он должен встать на строй. Ошибки, вот самая главная ошибка – вовремя приходить, сделать зарядку нормальную и не пропускать тренировки. Если он будет пропускать тренировки, он будет отставать от других спортсменов.
Муслим Катиев готовится к соревнованиям в мае. Несмотря на свой юный возраст, он показывает хорошие результаты и обещает стать талантливым спортсменом. Важную роль в его успехах играет его тренер Зураб Исиев, который вкладывает много усилий в подготовку Муслима. Тренировки проходят интенсивно, и их упорство приносит свои плоды. Впереди много вызовов, но с такой поддержкой и трудолюбием Муслим имеет все шансы на успех. Москва, Чечня. Чечня, Москва, Ханохани. Хай хосхитан де хавину хаус или папа, мама сен хавину. Хосхитан. Хай хосхитан, да? Валла хай планиш хамиха на будущее. Малая планиш. Олимпийский чемпион. Олимпийский чемпион, да? Да, это был план. Сырмаш духми хави. Ища хамиха валла. Но это ищ. Ища чуть яха. Вообще борьба идти это цава без борьбы. Хамбас хамби. Тренировка что дикая без борьбы или вообще полностью борьба без борьбы. Что тренировка же, да? Тренер мало. Исиев. Дикви тренер. Тренировка дикий чуть. Все тренер борьба без борьбы. Тренировка чуть. Короче. 11 мая турнир только что в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге турнир решений? Все не понимаешь. Ты видишь план Джахила, мала веса? 38. 38 килограмм, да? 2013. Филида хава? Порто ля хавия. Пермес, Яхагия. Точно? Хадал дождь. Яхагия? Все. А дождь Антон, запомни этого. Мухаммад Хабиб, почему ты решил заняться именно вольной борьбой? Понравился. Вид спорта хороший. Это нравится борцы. И мой любимый борец это Садулаев. Садулаев Абдурашид, да? Да. Он твой любимый борец, да? Давно за ним наблюдаешь? Вот давно. Это уже 3 года начал как тренироваться. Ты тренируешься уже 3-й год. И у тебя есть какие-то результаты? Ты выступал на каких-то турнирах? Я выступал в дворец спорта, там мощность нормально были. Один это засудили, и я не смог выиграть. А, тебя засудили, да? Ну ничего страшного. Было обидно? Не так уж и видеть. Можно еще же на основании пойти. Ты после поражения обратно пришел в зал и лучше тренировался, или же остался дома? Пришел в зал и начал тренироваться. И исправлять свои ошибки, да? Красавчик. Перед этими соревнованиями, на которых ты был, как ты себя чувствовал? Ты был испуган там? Был у тебя, вот как называют, мандраж? Ну, чуть-чуть был. Чуть-чуть было, да? А почему твой любимый борец это Абдурашид Садулаев? Потому что у нас же тоже много ингушских борцов. Ну, он двухкратный олимпийский чемпион. Выиграл Европу, Россию и очень сильный борец. Какой любимый прием у твоего кумира? Накат. Накат? Что тебе больше всего нравится именно в тренировках вольной борьбы? Нравится, как делают броски и проходы. А тренер хороший у вас? Хороший. Хороший? Как зовут тренера? Исиев Зураб. Он хорошо тренирует вас? Хорошо. Говорит разные приемы и хорошо показывает их. У тебя строгий тренер? Он вас наказывает, когда вы его не слушаетесь? Когда не слушаемся, может наказать, но так он хороший тренер. Хороший, да? А каким образом вас наказывают? И отжимания или иногда пресс и планка. Что из этого всего самое сложное? Планка держать. Планка, да? А ты много стоишь на планке? 30 минут могу. 30 минут ты стоишь на планке? Мы так делаем у нас, иногда в среде. Вы еженедельно ставитесь на планку? Ну, в месяц можем 1 раз или 3 раза. Вот так. Ты сам сказал своим родителям, что хочешь именно пойти в вольную борьбу, или они сами тебя заставили, и только потом ты полюбил этот спорт? Первый я не знал, что такое вольная борьба, но потом мне рассказали, мне она понравилась. Потом папа меня повел, я начал так тренироваться и полюбил. И пошло-поехало, да? Молодец. Вольная борьба – это не просто спорт, это целая философия. Она учит дисциплине, упорству, уважению к сопернику и умению преодолевать трудности. Занятия вольной борьбы формируют характер, воспитывают лидерские качества и помогают развить уверенность в себе. Благодаря своей доступности и эффективности вольная борьба пользуется огромной популярностью во всем мире. Она привлекает как молодых людей, стремящихся к физическому совершенству, так и опытных спортсменов, желающих испытать свои силы на самом высоком уровне. Вольная борьба продолжает развиваться и совершенствоваться
совершенствоваться, оставаясь одним из самых зрелищных и уважаемых видов спорта в мире. Какую роль играет психология в подготовке к соревнованиям для борцов? Психология – один из главных аспектов подготовки. Играет очень важную роль, так как настроить человека, спортсмена, его надо обязательно настроить к схватке, к выступлениям. Дети, если возьмем детей, они бывают разные. Одного надо настроить, психологически подвести его. И настраивать можно по-разному. Кого-то надо чуть мягче говорить по-мягкому, а кого-то надо уже чуть-чуть серьезно настраивать его жестче. Каждому особый подход. Да, подход нужен. И это, как я сказал, один из немаловажных факторов для выступления спортсмена, для дачи хорошего результата. У тебя есть ученики, которые уже достойно себя показали на каких-либо турнирах? Там? Ну, в нашем зале есть ребята, которые становились призерами первенства России до 18 лет. Это там несколько человек, даже 3-4 человека. Есть победители международных турниров, всероссийских турниров. Ну, ребята есть, работают. Вот как ты прокомментируешь самые главные ошибки новичков? Ну, если взять новичков, то их ошибки, можно сказать, невнимательность. Они больше играют, если дети маленькие, новички, они так в спорте не разбираются. Потому что до конца не понимают. Да, им главное наиграться, навеселиться здесь. Уже больше, после года-полтора тренировок, уже они начинают знать, что такое спорт, что такое разминка, отработка, вот эти моменты. А до этого они вот здесь как играются. Если взять, самый младший 2007-8 лет. Вы выезжаете на соревнования, бывают как победы, так и поражения. Вот своим ученикам как ты помогаешь справляться с поражениями? Вот после проигрыша там ребята бывают расстроенными. Главное это найти к ним ключ, разговорить их, найти ошибки в борьбе, чтобы после исправить. И просто поддержать хорошим словом, чтобы не расстраивался, чтобы больше тренировался и чтобы больше упорствовал на тренировку. Были такие ученики, что после вот соревнований, после неудачных соревнований, просто вот уходили из зала, больше не тренировались? Да, такие моменты есть. Ну, стараемся, чтобы не уходили, чтобы ребята в зале были. Не каждый будет чемпионом, но каждый будет развивать себя, физически крепким будет. Вот в зале много детей, и не всех сделаешь их спортсменами, чемпионами. Спортсменами будут все, а вот чемпионами, профессиональными спортсменами тут не все будут. Нам главное, чтобы они были здоровыми и чтобы наша молодежь воспиталась в порядке и крепкими. Назови нам 3 самых главных аспекта для борца. Для борца вот это главное упорство, трудолюбие. Первое трудолюбие, дисциплина и чтобы показывал характер. Все остальное можно дорабатывать. Технику, физику, функционалку. Главное вот это упорство, дисциплина и, как я ранее сказал, упорство, характер, проявлять характер. А насколько сильно важны силовые тренировки именно для борца? Это, в борьбе это один из главных аспектов. Вот у нас в тренировочном процессе в среду и в субботу уделяем больше внимания на ОФП, общая физическая подготовка. Там в среду работаем со своими весами, если дети маленькие, а чуть постаршим даем качку. Качаться, канат. И в субботу кросс. Бегаем кросс. Дальше в зале дорабатываем канатом, жгутами. И если готовимся, целенаправленно готовимся на какие-то турниры, вначале даем им больше качку, физически подготавливаем, ОФП, специальную физическую подготовку, общую физическую подготовку. И после уже работаем на ковре. Целенаправленно готовимся на ковре. А часто вы ездите на сборы и насколько сильно они важны? Хотелось бы, чтобы сборы бывали почаще. Так больше ездить не получается. А так сборы – это один из главных тоже факторов для подготовки. А соревновательный образ для, допустим, вот
С малых лет, я думаю, что это важный аспект для каждого юного борца, чтобы как-то закалить дух там, или как ты прокомментируешь? Да, чтобы чаще они выступали. Вот этим они должны выступать чаще, и от них не должны требовать результата. Они должны просто набариваться, свое удовольствие. Чтобы ребенку поставить, чтобы он выиграл, чтобы он первым стал, психологически загружать его, это, я думаю, неправильно. С ранних лет не рекомендуется. Да, но бороться, выступать на соревнованиях можно, даже нужно. А вот чтобы требовать результата от него, чтобы он был только первым или становился призером, то это уже лишняя нагрузка для него. Он должен получать удовольствие. До 10 до 12 лет он должен просто для себя получать удовольствие. Проиграл, ничего. Наоборот, нужно хвалить его, чтобы он дальше выступал. Если его загружать, целенаправленно готовить, там и готовиться не к чему. Там и официальных соревнований нету. Готовиться надо уже ближе к возрасту Ю-15. Там уже официальные соревнования. На Россию, СКФО. Только в 15 лет, да? Да. А вот ты в свою группу со скольки лет принимаешь детей? Ну, 7-8 лет. 7-8. Ну, уже 7-8 они проводят, у них там год-полтора, как освоение идет. ОФП, там игры, чтобы они уже укрепили свое тело. И позже начинаем приемы там, чуть больше нагружаем после. Год-полтора у него идет просто группа начальной подготовки. И после уже, как год-полтора пройдет, начинаем уже нагрузкой больше добавлять. Как ты работаешь над укреплением командного духа своих учеников? Если взять детей маленьких, то это даем им игры, разные игры, чтобы командный дух выработать сначала. Эстафеты, футбол, там регби, регбол у нас играет. И чтобы даем им азарт. Азарт вырабатывает этот командный дух. И когда уже они вырастают, уже более старшим спортсменом, разговариваем, ведем беседу. Именно эстафеты, вот эти вот командные игры, для того, чтобы они работали именно командой, да? Да, чтобы они выработали командный дух, чтобы команду сделать. И уже чуть ребятам постаршим беседы. Беседы, наставления. Да, наставления. Какой совет ты можешь дать родителям, именно нашим телезрителям, которые не знают, куда отдавать своих детей? Ну, я бы советовал детей отдавать сначала на гимнастику или на плавание. У нас бывают случаи, когда родитель проводит 5 лет, 4 лет ребенка в зал. Там борьбу, дзюдо, бокс, неважно, это рано. Слишком рано. Начинать с гимнастики? Да, с гимнастики, с 3 лет. У нас секция берут, есть секции сейчас, плавание есть, гимнастика есть. С 3 лет. Желательно отдавать туда. И после как года 3-4 они походят, 7-8 лет можно приводить в зал. Это уже готовый материал. Физически крепкие, знают, что такое спорт, что такое тренировка. Слушаются, работают. С ними уже можно сразу проводить уже более серьезные тренировки. Это, как говорится, уже готовый материал. И у нас есть такие случаи, ребята, которые пришли с гимнастики, они уже более крепче, более развиты. И у них более лучше получается, Да. уже с тренировками? Ну, да, у них тело подготовлено, организм. Они физически готовы. Башир, давно ты тренируешь детей? Тренирую несколько лет. 2-3 года будет, наверное. Держишь тренировку жить. Насколько охотно дети ходят на тренировки? Ну, это смотря какие дети. Лентяи ходят неохотно, а те, кто за результатом, за какими-то там достижениями, там, достичь чего-то хочет, он ходит охотно. Некоторые приходят, чтобы время скоротать, а некоторые работают для результата. Вы сейчас к чему-то готовитесь или вы всегда работаете в таком хорошем темпе? В ближайшее время
Для официальных соревнований нет в ближайшее время. А вот так есть некалендарные турниры есть, мы на них стабильно ходим и вот так стабильно готовимся. Ученики уже выступали на каких-либо турнирах? Вообще на каких турнирах они участвовали? Они участвовали во многих турнирах, там такие турниры, ну как, Ингдом, Дакаево есть такие турниры, но они не официальные. А в официальные турниры они пока не перешли. Ну, из-за возраста не позволяет им пока в официальных турнирах бороться. Ну там отборная СКФО, отборная Россию. Мои дети пока, ну им рано пока. По Дагестану, в Чечне много хороших турниров, выступали, участвовали. Всегда готовимся на соревнования. Башир, есть у тебя ученики, которые уже достойно показали себя на каких-либо турнирах? Да, алхамдулилlah. Могу даже назвать здесь. Назови их по именам. 2012 года Аршхоев Мухаммад, Алсанов Абдулмалик, Арчаков Мухаммад Амин, Арчаков Сулейман, Хадзиевы братья. Вот. Его ребята неплохие, только начали заниматься, уже нормальные результаты показывают. Но им до официальных турниров им пока рано, а вот так на соревнованиях, на хороших соревнованиях участвовали, выигрывали, становились там призерами, иногда проигрывали, из этого никак. Насколько травмоопасна борьба? Если без разогрева на ковер зайти, то она опасна, травмоопасна. Но там обычная борцовская травма это руки иногда ломают, уши ломают иногда. А в основном не такой травмоопасный вид, ну как некоторые там думают, или как остальные виды спорта. Иногда бывает травмы, но не так часто как. Ахмед, давно ты занимаешься спортом? Я занимаюсь спортом с 6 лет, борьбой. Именно борьбой я занимаюсь уже 6 лет, как мой кумир. Ты ходишь именно в этот зал или у тебя были еще тренера еще до этого вообще именно глазей? Ты выступал на каких-либо соревнованиях? Выступал в республике, я выступал в СКФО. СКФО я стал первым, а республику взял где-то 2 раза, 3 раза. Так. У тебя были поражения вообще? Поражения были такие, без поражений не стать чемпионом. Что ты предпочел? Вот тогда какой у тебя был выбор? Оставить тренировки или пойти обратно в зал и исправлять свои ошибки? У меня были мысли оставить этот спорт, так как я был очень разочарован поражениями. Но я выбрал прийти в зал и стать сильнее. У тебя есть кумир, за которым ты наблюдаешь и ставишь для себя в пример? Есть у меня кумир Абдулрашид Садулаев. Он двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. Он мой кумир. А среди ингушских? Среди ингушских спортсменов у меня кумир Калай Картоев. Вот. За него я болею. А среди ингушских? Среди ингушских спортсменов мой кумир Калай Картоев, олимпийский призер. Он пример для нашей ингушской подрастающей молодежи. Вольная борьба – это школа жизни, формирующая личность. Это не просто спорт, а путь к самосовершенствованию, требующий силы, выносливости и острого ума. Она закаляет характер, учит преодолевать трудности и двигаться к победам. Наша программа подошла к концу. Занимайтесь спортом. С вами был Сулейман Катиев. Это общем.